Всем здравствуйте, дорогие телезрители! В одном из прошлых выпусков мы уже знакомились с героиней нашего эфира Аксиньей Никитиной, которая является психологом, арт-терапевтом. И в прошлый раз мы с Аксиньей делали такой небольшой мастер-класс по арт-терапии, да? Да, по глинотерапии. глинотерапия. Да, глинотерапия. На YouTube-канале вы можете посмотреть, найти, если понадобится, да, вспомнить, как это было. Ну а сегодня, Аксинья, очень рада видеть вас снова, да, вы к нам уже с таким, я бы сказала, новым другим материалом, да, акватерапия. Акватипия. Акватипия. Ага, вот что это такое интересное сегодня. Или называется монотипия. Монотипия. Акватипия, монотипия. Вот что это такое. Сегодня мы будем разбирать, делать, показывать. Ну и, соответственно, наши телезрители узнают что-то новое. Да? Да. Ага. Ну, Аксинья, давайте для начала вспомним, кто вы, да? Снова познакомимся с нашими зрителями, которые еще не в курсе. Вообще я психолог и арт-терапевт, веду личную практику, также провожу мастер-классы по арт-терапии, глинотерапии, ну вообще по всем видам арт-терапии. Вот. И сегодня у нас такой интересный зверь под названием монотипия. И, наверное, я бы, показала, да, сперва, что это такое. Да, очень интересно. Это, получается, такие оттиски. Ну, монотипия – это единственный оттиск, единственная печать, наверное, так назовем, да? Когда на кусочек такого вот стекла, на котором мы рисуем, а потом, на стекле, да, потом прикладываем лист. Да, да, и получаются вот такие очень интересные, красивые узорчики. С какой целью это? Ну, можно вообще для того, чтобы порисовать просто, да, как-то вдохновиться творчески, расслабиться. Ну и также можно и диагностировать, можно и находить для себя какие-то образы и какие-то ответы на свои вопросы. Так, А рисуем на стекле мы на свободные какие-то цветовые гаммы, оттенки, то, что захотим, и то, что придет в голову, да? Да, можно, не задумываясь, брать цвета, которые просто импонируют, которые нравятся. На сегодняшний день такое настроение, да? И рисуем какие-то кляксы, много разбавляем водой, после чего вот так вот на бумагу, да? И получается совершенно невероятные на самом деле рисунки, у каждого свои, когда побольше воды, такие более размытые, да? Такие вот, например, когда мало воды, но тем не менее тоже очень интересно. Можно брать те цвета, которые вам не нравятся. То есть это вот отдельный вид, да, когда пробуем брать цвета, которые кажутся неприятными, например, да? О, вот это прям какие-то даже эти, да? Да. Как будто узоры. Как узоры, как какие-то, ну и каждый видит в этом свои образы, свои какие-то фигуры, узоры, и за счет этого можно, ну и позадавать вопросы клиенту, ну и самому себе, конечно же, да, и увидеть для себя какие-то ответы. Ну вот еще такие есть. Также можно еще попробовать поискать образы в них. То есть корабль как будто. Да, вот человек стоит, корабль, да, то есть так, ну как, а если так посмотреть, что-то другое, например, да, вот здесь вот получается человек, который смотрит на корабль, да. А это специально дорисовывали? Да, или? да, то есть это... То есть увидеть образ и дополнить его, да, можно? Да, его можно дополнить. И еще это получается те же цвета, но уже приложенные второй раз. И рисунок получается совершенно другой. Вот. Тоже можно поискать образы. Можно на самом деле даже делать открыточки. Или же в рамочку аккуратненько. Картинку, да? Как картинку, да. И получается очень красиво, вдохновляюще. Какой-то отдельный вид искусства прям. Да, да.
действительно так. Очень интересно. Ага. И вот еще тоже вот образ, да, один, тоже уже Тоже дополненный, лицо, да, лицо, человека. да. И вот такие вот получаются интересные Интересно. рисуночки. Мгм. А вот по итогам, да, это как-то вот определяет настроение человека. Вот понятно, что как картина, да, в итоге выходит, но имеет ли она какой-то вот смысл, говорит ли она о состоянии человека в данный момент, о его, не знаю, каких-то характерных чертах, вот как-то со стороны психологии это можно разъяснить? Да, конечно, это определенно имеет вот диагностические, да, эти. Можно посмотреть по цветам выбранным, которые подходят, нравится, не нравится, да. Может, в этот день определенный, да, то есть настроение не очень хорошее, и выбрали цвета какие-то не те, да, например, которые не очень нравятся. И получается, можно, ну, больше по образам, то есть там могут быть какие-то бабочки, цветочки, радуга, да, а могут быть какие-то там монстрики. Вот. И можно там, что человек тревожится о том или ином, да, поговорить об этом. То есть, если увидели у себя, ну, это просто подумать о том, что вот о чем это для меня, что это для меня такое, да. Наверное, там я переживаю из-за того, что там что-то там случилось, к примеру, да, или там на работе какие-то проблемы, переживания, возможно, да, какие-то испытывает переживания. человек. Вот. Или с кем-то, может, поссорился, и вот таким образом выливается в образы картинки, да, такие. Вот. Но чаще всего вы работаете с людьми, чаще всего это все-таки какие-то негативные эмоции у людей или чаще позитив? Чаще позитив. Всё-таки? Да, все-таки чаще позитив. Они как-то, люди часто для себя ресурсными находят эти картинки, и на самом деле всем очень нравится. Если брать вообще разные виды техники арт-терапии, то бесспорно монотипия является вот всем нравится. В общем, очень такая вот техника. Очень нравится детям рисовать. То есть можно рисовать и с детьми, можно всей семьей порисовать. Это всегда очень интересно, весело. И, конечно же, у детей, да и у взрослых развивает образное мышление, какие-то вот творческие свои навыки, да, увеличивает. Что я предлагаю приступить, да, уже Да, к самому процессу. можно Не приступить. терпится, интересно, что да как. Даже не знаю, какие у меня сейчас в данный момент переживания. Вообще я, наверное, предлагаю сперва рассказать про материалы, которые могут Да, понадобиться. давайте. Да? Вот я использую вот такой Стеклышко. кусок стекла, да, он обработанный, очень, ну, как бы безопасный. Безопасный. Да. Но если работать с детьми, можно использовать вот такую вот пленку, которая для, ну, пластиковую, да, тоненькую. Можно оргстекло использовать, ну, чтобы безопасно с детьми, да, все-таки. Ну, понадобятся листочки, на которые мы будем отпечатывать. Более плотненькие, наверное, Да, да? более плотненькие, а то они начинают вот так вот плыть из-за того, что много воды. Кисточки. Ну, кисточки на самом деле можно использовать пальцы, если с детьми, да, то есть как-то вот тоже. Можно использовать гуашь, обычную детскую гуашь, потому что, ну, довольно много краски уходит, или же акварель. Ну, водичка, конечно же, и желательно палитру, чтобы вот размешивать цвета. Так, ну что, мы уже готовы, да, Да. начать процесс. Вот мы положили Подложку, да, чтобы не запачкать стол, но также видеть, что мы рисуем. что мы рисуем. Вот. Сегодня вот Катерина будет рисовать на стекле, а я вот буду рисовать на пластике, чтобы показать разницу, да, какую? Да, и сравним по итогам, сравним. да, что у нас получится. Да. Так, кисточки, да? Кисточки, да, выбираем Любые? любые кисточки, которые вот нравятся. Так. Я возьму вот такую тоньше. И можно
выбрать те цвета, которые вот сегодня хочется. Мгм. Любые, да? Да, любые цвета. Так, первое что? Смысл в том, чтобы побольше добавлять воды. То есть, На стекло или сначала? ну, можно сюда, можно на стекло, ну, то есть, чтобы потом на выходе на стекле или на пластике было побольше воды и краски. Немножко. Ну, можем потом сверху добавить воды, если что. Полить. Да. Так, и просто вот в свободной форме, да? Да, можно мазками, можно как-то этими точечками делать, можно просто размазывать. Вот я добавляю воды побольше, чтобы как-то развести, да, побольше вот так вот. Мы можем сегодняшнее настроение какое, да, по цветам. Но особо не стоит думать, потому что такое более медитативное. Можно включить музыку какую-то приятную. Лучше, наверное, да. так. Можно любимую песню даже включить. Ну, то есть, как хочется, да? И не стоит думать о том, что там подходит этот цвет или нет, там, делаю я правильные узоры или нет. Ну, вот, такое вот не надо. Ну, интересно, что сначала на стекле одно, да, а выходит, наверное, абсолютно... Да, так как нет контроля, да, то есть это же вода, которая растекается, краска, которая растекается, и контролировать невозможно вот эти вот узоры, которые получаются. И ни один не повторяется. И ни один не Никогда, повторяется, да? да. Ну, как-то, мне кажется, сразу видно у людей, у которых есть художественное образование. Ну, у вас есть. У меня есть, да. Да. Да, по первому образованию я архитектор. И, ну, да, тоже художественное, наверное, можно назвать. Да, кстати, вот тем, у кого есть художественное образование, им, наверное, даже сложнее. Потому что невозможно вот отойти от рамок, которые ну, даны вот, академическим рисункам, цветоведению и так далее. А когда человек не думает, получается, наоборот, очень интересно. Появляется такой, на самом деле, азарт в этом всем, да? Что хочется вот добавить того цвета и посмотреть это, как выйдет. Обычно потом все хотят еще. Пробовать и говорят, где купить стекло там. Ну или вот хотя бы пластик, да? А давно вообще вот монотипия, да, появилась? Сколько она у нас в Якутии распространена? Потому что я вот впервые слышу, допустим. Ну, вообще этот вид даже, ну, такую технику используют даже в детских садах. Вообще придумала эта художница еще в начале 20 века, там случайным образом, да, то есть краска капнула, а потом бумагой вот так вот приложили, и что-то получилось интересное. И потом уже использовали как технику. Часто художники используют эту технику, чтобы немножко перед тем, как начать рисовать, поискать себе образы, какие-то вот вдохновиться цветами, да? Какие-то оттенки, Да. Вот сколько обычно в среднем времени, какое-то определенное время тратит человек на рисунок? Ну, это не принципиально. Это не принципиально. Ну вот мастер-классы, они в основном где-то по 2 часа, и мы успеваем нарисовать парочку картиночек, да? По запросу и просто, чтобы диагностический такой, на сегодня как, да? Вот. И это как медитация, поэтому действительно нет вот этого вот времени, бумага действительно не успеет впитать вот это вот все, да? Ой, не бумага, а стекло. Если на бумаге там оно высыхает, а здесь получается время не ограничено в этом плане. Вот.
Вы завершили, да? Я завершила. Ага. Очень быстро, да? Ага. Нет, не быстро. Ага. У всех свое время. Так, она быстро подсыхает. Да, его нужно, наверное, еще водичку Водичкой, добавить, да? да, сверху Ага. просто покапать. И потом мы сейчас будем делать вот тот самый оттиск. Его можно делать двумя способами. Это сверху мы прикладываем, а вторая это мы переворачиваем и получается на бумагу, да? Мгм. Какой вариант вам Давайте лучше больше? сверху. наверное. Хорошо. Я сделаю тогда наоборот. Давайте. Даже. Ага. Вот более шершавой стороной вот можно приложить и от центра разглаживаем бумагу. Мгм. Вот в данном случае, когда сверху складываем, мы не видим вообще, что там происходит. Мгм. А когда наоборот, то там есть процесс контроля Ладно, чуть-чуть. попробуем. Ага. От центра. От центра, да, аккуратненько так вот входим. Это волнительно. Да, волнительно и очень интересно. Что Да, там? что там такое Мгм. в итоге получилось. Можно Так. вообще наблюдать, да, действительно за своими чувствами, эмоциями, когда вот выбирали цвета, да, тоже, когда вот сейчас есть такое волнение. Как долго надо держать? Нет, уже можно Всё можно. смотреть, да. Поднимаю. Да, можно с любой стороны. Аккуратненько. Мгм. О, что за пустыня? Ай. Ну, вообще высохнет и посмотрим, что еще будет. Да? Ага. Мгм. Многовато воды, видимо, все-таки. Ага. Ага. Но тут тоже интересный рисунок получился. Да, тут даже какие-то странные очень, как будто узоры, да? Мгм. 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 Давайте я попробую. Давайте. Ага. Так, девочки. Ой. Мгм. Прямо не боимся, да? Да, вот от центра я размазываю. Вот. Ой, мне тут многовато тоже воды. Мгм. Сейчас посмотрим, как тут все вышло. Ух ты. Вышел вот такой рисуночек. Да. Очень даже. Вот не бойтесь брать побольше и погуще краску, чтобы вот более яркие картинки выходили, да? Можно попробовать еще раз приложить, чтобы было больше контрастов, да? Ага. И посмотреть, что Так, еще любой будет. стороной, в принципе, да? любой стороной. Ага. Давайте попробуем. Мгм. Так, ну уже что-то там. Ага. Да, вот важно все-таки добавлять побольше цвета, чтобы были контрастные точки. Ну, можно и так оставлять, конечно. Как говорит Аксинья, после того, как подсохнет, уже будут более видны яркие пятна будут видны, и узоры можно какие-то будет. появятся, да. возможно. Ну, в первую очередь такие вопросы, как какие моменты, как с этими цветами вам, да? Нужно подумать про цвета, про образы, покрутить в руках, да? И задать себе вопросы, какие моменты были вам наиболее приятные, да, когда рисовали, или неприятные тоже. И ответьте тогда на эти вопросы. Так сказали, ни о чем не думать, я ни о чем не думала. Ага, ну да, но имеется в виду всегда какие-то образы всегда выходят. Всплывают, да? Всплывают, да, образы, мысли какие-то. И все равно, когда выбираем цвет, например, хочется выбрать определенный цвет, да, с чем ассоциируется этот цвет, например. Вот. Ну, можно с этими цветами, да, с чем ассоциируются вот эти цвета? Ну, наверное, солнце, настроение, да? Я так думаю, что все-таки я выбрала такие цвета, потому что мне не хватает в жизни солнца, яркости, да?
осень, уныние, как говорится. Но это тоже цвета осени? Мгм. В В какой-то принципе, степени? да, в какой-то степени, да. Но первым Да. делом я потянулась к желтому, да, Мгм. потом к оранжевому. Ну, видимо, какое-то вот такое состояние, да, как раз-таки с двойным смыслом. Мгм. Можно посмотреть образы Мгм. тогда, какие-то, может быть, видите, Мгм. покрутить. Так. Ага. Нет. Как пошутил наш оператор, сказал, что, видимо, я сегодня ела яичницу, омлет на завтрак, да? Это не так. И есть я ее абсолютно не хочу. Так, ну, я не знаю, может быть, какие-то образы либо какого-то неба, Мгм. либо огонь даже. Огонь. Мгм. Какие-то языки пламени. Не знаю. Ага. Возможно, так. Да. Можно вот пойти по ассоциациям, да, что значит вот огонь, небо, какие-то такие вот вопросы себе позадавать, и можно прийти к какому-то вот ответу для себя. Чем ассоциируется вот огонь, да? Можно еще задать вопрос, вот, да, как было, какие моменты были интересны и приятны в моменте рисования, да, то есть подбор цветов, возможно, или какие-то моменты нанесения краски. У всех вот по-разному бывает. Так, ну мою работу разобрали, да, а вот мне интересно несколько слов напоследок о вашей работе, вот чтобы Ага. вы сказали, да, интересно тоже. Ой, не ожидала такой вопрос. У меня образ, да, только что я увидела, вот если вот так посмотреть, то я вижу девушку, которая вот дует эти мыльные пузыри, которые разлетаются вот. Да. Так. Мгм. Ага. Лицо, волосы, шея, Ага, и вот здесь да. вот пузырики идут. Мгм. Ну, наверное, мне хочется какой-то сейчас беззаботности. Все-таки началась осень, работа, да, как-то более холодный период такой, когда у нас зима такая длинная, да, тут видно, что у меня желание яркости и цветов, каких-то Да. новых эмоций и, ну, вот какой-то беззаботности. Тут девочка, да, как будто с пузырями. Вот. Ну, мне очень нравится, наверное, наносить краску. То есть для меня их всегда очень волнительно действительно вот так вот открывать, что из этого выйдет. И всегда получается совершенно неожиданно, как у вас, Так например, да? Так насыщенно у вас. Ага. Но я люблю побольше цветов всегда брать. Ну, как-то мне вот так вот. Неожиданно, как в моем случае, да? Да. Ага. Ага. Вот. Ну все как не у людей. Аксинья, ну что, я вам пожелаю этой самой легкости, воздушности, наверное, в вашей работе, в жизни. Вам огромное спасибо за такой интересный мастер-класс. Действительно было интересно познакомиться, попробовать новое, да, и такой вот интересный опыт для меня. Наверное, сохраню это Хорошо. в качестве памяти о встрече с вами. Да. И я думаю, что с вами мы еще увидимся и Да, что-то буду интересное рада. попробуем. Мгм. Спасибо большое. Ага, Что бы вы спасибо. хотели пожелать нашим зрителям? Спасибо. Пробуйте, рисуйте. Мне кажется, это то, что делает нас счастливыми, доставляет нам удовольствие и больше красок в вашей жизни. Ярких, да, Да. соглашусь. Да. До встречи. Спасибо. Увидимся в следующих выпусках нашей программы. До встречи.